Как и в другие центральноазиатские республики, независимость в Туркменистан пришла во многом неожиданно. До последнего Сапармурат Ниязов поддерживал Горбачева в его стремлении сохранить Советский Союз. Однако после Беловежских соглашений, означавших ликвидацию СССР, Туркменистан оказался обречен на независимость. Это потребовало значительного пересмотра наследия советского периода, всей истории российско-туркменских отношений, выработки новой идеологии независимого государства. В целом взаимоотношения между русскими и туркменами были почти безоблачными, если не касаться вопроса о присоединении Туркменистана к России. В советский период ведущие историки Туркменистана однозначно говорили о добровольном вхождении Туркменистана в состав Российской империи. Вся русская дореволюционная историография совершенно определенно определяла акт присоединения Туркменистана к России как завоевание. Да и сам Скобелев постоянно говорил о том, что это было именно завоевание. Переосмысление битвы у Геоктепе стало поворотным пунктом во взглядах туркменских историков на проблему присоединения Туркменистана к России. В 1979 году прошлого века экспедиционный отряд Ломакина был разгромлен. В декабре 80-го года к Геоктепе подошел новый экспедиционный отряд, во главе которого стоял уже Скобелев. И вот этому отряду как раз и удалось, взорвав вот эти самые стены, которые мы видим сейчас, занять Геоктепе. И поражение Геоктепе, как наиболее сильного, укрепленного центра туркменской обороны, означало завоевание всего Туркменистана. Тем не менее, говоря об итогах вхождения Туркмении в состав Российской империи и о последующем, более чем 70-летнем советском периоде, Марат Дурдыев, например, утверждает: Россия для Туркменистана сделала чрезвычайно много. Весь тот экономический потенциал, весь тот интеллектуальный потенциал, весь тот культурный потенциал, который в настоящее время имеет Туркменистан, он, в общем-то, был сформирован с помощью России. Несмотря на отдельные инвективы по поводу навязанного туркменам марксизма-ленинизма, и историки, и политики признают тот факт, что советский период истории подготовил Туркменистан к независимости, а само строительство государственности у туркмен началось главным образом при большевиках, после национально-государственного размежевания Средней Азии. Сейчас в Туркменистане пересматривается и вопрос о самом происхождении туркмен. Раньше родословный туркмен было принято вести от племен тюрков-агузов, живших на этих землях в X веке. Ныне на своих уроках в средней школе Ашхабада тот же историк Марат Дурдыев возводит родословную туркмен к древней парфянской цивилизации. Утверждает, что здесь, под развалинами древней парфянской Нисы, покоится культурный слой цивилизации огнепоклонников, а неподалеку от туркменского города Мары когда-то говорил сам Заратустра. Где-то в 100 километрах от Ашхабада, в поселке Мурче, мы попали на завершение Ходай-Йоллы, ритуального жертвоприношения и трапезы, которую совершали местные жители Дайхани по поводу окончания реставрации храма Зинги-Баба. Местный мулла Типурлиев утверждает, что здесь похоронен один из зятей пророка Мухаммеда. Видимо, это легенда. Деньги на восстановление храма пожертвовал дайханин Давлет-бай Мухаммедов. Туркмены никогда не были особенно религиозными, и их повседневная жизнь регулировалась в большей степени обрядами и традиционным правом, адатом, и в гораздо меньшей степени шариатом. Официальная доктрина провозглашает Туркменистан светским демократическим государством, а некоторая исламизация носит скорее декоративный характер. В средние века Туркменистан находился на перекрестке Великого Шелкового пути. Ныне министр иностранных дел Туркменистана и один из наиболее влиятельных соратников президента Ниязова Борис Шихмурадов определяет геополитическое положение Туркменистана как положение транзитного государства. Туркменистан никогда не будет членом какого бы то ни было альянса. Он отвергает попытки сколачивания союзов, альянсов, группировок на языковой, этнической, географической и прочей общности и близости. Только цивилизованные формы. Выгодно – работаем, невыгодно – уходим. А что это сейчас тратить время на евразийство, на Великий Туркестан, на идеи сколачивания каких-то прочих альянсов, поспешные попытки жесткой структуризации СНГ. Ну зачем спешить? Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов провозгласил политику позитивного и конструктивного нейтралитета. Он желал бы видеть Туркменистан местом, подобным
в Женеве, где проходили различные переговоры по урегулированию спорных вопросов и конфликтов в этом регионе. С этой целью в Туркменистане, в частности в Ашхабаде, усиленно создается соответствующая инфраструктура. Активную роль Туркменистан пытается играть в урегулировании конфликтов в Таджикистане. 4 года, занятая внутренними переменами и конфликтами Россия, значительно ослабила свое политическое влияние в Центральной Азии и, в частности, в Туркменистане. Нарастает ощущение информационной изоляции. С декабря 1994 года прекращено вещание российского телевидения. Пока еще действует ОРТ. Из-за отсутствия конвертации маната для большинства жителей Туркменистана невозможно подписаться на российские газеты. Плата за подписку принимается лишь в иностранной валюте, в российских рублях. Сократились контакты между Россией и Туркменистаном в области образования. Зато американцы в рамках программы в поддержку свободы ежегодно по правительственной линии направляют десятки подростков-школьников из Туркменистана на годичную стажировку в Соединенные Штаты. Ребята, вы участвуете в этой программе тестирования. Почему? Почему вас это привлекает? Мир увидеть, знания, свои Интересно просто. силы. Улучшить английский язык, повидать других людей, Потом традиции многие из знать. нас бы хотели поехать в Америку. Почему? Ну, вообще, Америка такая страна. Я думаю, в мире любой знает, что такое Америка. Туркменская школа с этого года переведена на 9-летнее образование. Со следующего года это нововведение ожидает и русские школы Туркменистана. Правление Сапар-Мурада Туркменбаши, не только президента, но и вождя туркмен, обеспечивает политическую стабильность. Однако поэтапный переход к рынку сопровождается сильной инфляцией, нехваткой продуктов и промышленных товаров. Если банки продают доллары или рубли, то продолжается это лишь несколько дней, запасы быстро иссякают. Большинству же населения не до обмена валюты. Средняя зарплата в республике составляет 6-10 тысяч манатов, то есть около 7-8 долларов. Хлеб по-прежнему дешев, стоит 20 манатов, однако в Туркмении ощущается нехватка муки для выпечки традиционных чуреков. Сохраняющаяся карточная система на все основные продукты питания гарантирует населению минимальный уровень жизни, однако отоварить карточки не всегда просто. Цены на рынке кажутся запредельными. Килограмм свежей баранины составляет 1/6 часть учительской зарплаты или 1/9 зарплаты заведующего кафедрой университета. В сельской местности жители аулов, как и прежде, живут за счет своего хозяйства. Почти свернутое экономическое сотрудничество с Россией заставило Туркменистан активизировать связи с сопредельным Ираном и с Турцией, которые явно намерены занять место России как основного партнера. Работа на предприятиях, подобных этому, считается престижной. На фабрике по производству джинсовой ткани имени Сапар-Мурада Туркменбаши работает 214 человек. Зарплата здесь в десятки раз превышает среднюю по Туркмении. 51% капитала принадлежит Туркменистану, 49% находится в руках турецкого филиала известной фирмы ГЭП. В последнее время, правда, наметился сдвиг в экономическом сотрудничестве между Россией и Туркменией. В ноябре между правительством Туркменистана и российским «Газпромом» подписано соглашение о взаимном сотрудничестве, по которому будет создано акционерное общество «Туркменросгаз». Соглашение обещает быть взаимовыгодным. До сих пор финансовые трудности Туркменистана были связаны главным образом с тем, что эта страна не могла без российского участия выгодно продавать свое основное богатство – газ. Потихоньку пробивают себе дорогу в Туркменистан и российские банки, что, возможно, поможет взаимной конвертации маната и рубля. Оказавшись на родине туркменского Пушкина, поэта Махтумкули, в ауле Геркес, неподалеку от Каракала, мы были поражены не только традиционной теплотой и радушием туркмен, но и их искренней радостью тому, что они помнят в России, и российское телевидение нашло дорогу в этот горный аул. Старейшина села, ветеран войны и сын известного в советское время красногвардейца Алаяра Курбанова, приветствуя нас, назвал отношения русских и туркмен братскими. Такими хотят их видеть и простые туркмены, и должностные лица, независимо от того, как будет называться в будущем то образование, которое сложится на месте СНГ. Я могу пример провести только по Шахеру, по нашему городу, 45 тысяч населения у нас. От нас только уехали семьи военных, которые перевели в другое место службы, в Россию или Украину или чего-то там. А так остальное население, что у нас раньше жило и сейчас живет, и, надеюсь, и дальше будет жить. Прекрасные отношения. Никто не уезжает и не собирается. Несмотря на дружелюбное отношение к русским в Туркменистане в целом, они продолжают покидать республику. Каждый вторник и четверг перед российским посольством в Ашхабаде собирается довольно большая толпа людей. Это желающие переехать в Россию, получив статус переселенцев. Очередь уже насчитывает свыше 5000 человек.
Пока лишь около 50 семей смогли получить этот статус. Он позволяет приватизировать и продать квартиру. Это важно, ибо в республике для других категорий граждан действует запрет на продажу приватизированных квартир сроком на 10 лет. Русских репатриантов можно разделить на две категории. Часть из них покидает Туркмению из нарастающих экономических трудностей и поражает своей наивной верой в то, что в России их будет легче преодолеть. Вот вы в Красноярск приедете, посмотрите, что у нас. Вот я приехала, белый хлеб покупает детям, по полбулки хлеба дают. Вермишель, макарон мы у спекулянтов берем по 600 рублей. Если я 2700 получаю, как же мне семью прокормить? У меня 3 мужиков. И плюс 8-летняя девочка. Другие опасаются этнического национализма туркмен и полагают, что в любом случае у русских нет будущего в этом государстве. Выжимают потихоньку. Вот моя жена работала главной медсестрой в Институте глазных болезней. Ну, рыжая, а нужно, не может она быть на руководящей должности. Туркменбаши не скрывает, что государственность туркмен будет носить в значительной степени этнический характер. Условно говоря, это будет государство не туркменистанцев, а государство туркмен. Президент, правда, постоянно говорит об уважительном отношении к представителям других национальностей, населяющих Туркменистан. Но пока не очень понятно, какая роль им уготована и как они будут представлены в органах власти. Во всяком случае, политика замены руководящих кадров представителями титульной нации, развернутой КПСС еще в 70-е годы, нашла полное завершение после провозглашения независимости. После статьи Конституции Туркменистана, гарантирующей всем равные права, независимо от национального или расового происхождения и вероисповедания, следует статья, провозглашающая, что президентом может быть лишь туркмен по национальности. Тем не менее, далеко не все русские намерены уезжать. Я здесь живу 29 лет вместе с семьей, и так что желания, чтобы уехать, такого нет, потому что здесь вот люди хорошие. Вот немножко сейчас задержка зарплаты, но все равно вот эти вот временные, мы считаем, эти трудности, они у нас пройдут. Так что здесь будем жить и продолжать трудиться. Предполагается, что в ближайшее время будет зарегистрирована общественная организация содействия экономическим и культурным связям между Россией и Туркменистаном, неформально именуемая русской общиной. Ее лидер Анатолий Фомин полагает, что пока переезжать русским в Россию не имеет смысла, ибо там их никто не ждет. Сюда наших родителей направили работать, поднимать там хозяйство и так далее, строить города, каналы, направило правительство, Родина направила. Теперь мы здесь остались, настал момент, когда границы разделили, и мы иностранцы. Мы не можем быть русскими. Для того, чтобы получить нам теперь гражданство, еще и платить денежки. Значит, выгнали нас, выкинули, теперь плати деньги, еще и не получишь. А не получишь потому, что приняли драконовские законы, там инструкции и так далее, что я могу получить гражданство российское только в одном случае, если по прямой восходящей линии родственники в настоящее время проживают в России. Посол России в Туркменистане Вадим Черепов отмечает, что институт двойного гражданства, существующий между Россией и Туркменистаном, дает русскоязычному меньшинству ощущение моральной защищенности. Двойное гражданство уже получили 25 тысяч человек. Любопытно, что примерно 5% из них туркмены. Часть лиц, имеющих двойное гражданство, примет участие в выборах в Государственную Думу России. Этому активно содействуют власти Туркменистана. Однако, если обладатель двойного гражданства пожелает переселиться в Россию, ему предстоит пройти через длительный бюрократический процесс. И если у него нет статуса переселенца или родственников, его обустройство будет непростым. Конечно, переселенцам, большинству из них, потребуется определенная помощь. Я знаю, что такой механизм в России разрабатывался еще раньше. Но действует он или нет? Нет, он не действует. По той простой причине, что первое соглашение такого рода, которое вошло в силу, это именно соглашение с Туркменистаном. Таким образом, мы должны отработать все вот эти вещи для того, чтобы с другими государствами, в частности с Таджикистаном, с Грузией, было легче уже, когда они приступят к этой работе. И сотрудники российского дипломатического представительства, и рядовые россияне связывают свое моральное спокойствие и чувство защищенности главным образом не с политикой, проводимой властями Туркменистана, а со стабильностью в самой России и с определенностью политики Кремля по отношению к ближнему зарубежью. Перед входом почти во все правительственные здания независимого Туркменистана находятся вот эти скульптурные изваяния, копии древних ритонов, извлеченных из парпянского городища Ниса, неподалеку от Ашхабада. Они как бы символизируют связь между древностью этой страны и будущим независимого Туркменистана. 4 года, как Туркменистан, независимое государство. 4 года Россия все более удалялась от этой страны, несмотря на провозглашенное стратегическое партнерство.
Однако традиции братства между русскими и туркменами позволяют надеяться, что движение к сближению двух народов неизбежно.